Дорогие братья, наша тема сегодняшняя такая. Про Фудайль бин Аяд. Фудайль сын Аяда. Кто он был? Он был самый опасный бандит в свое время. Самый опасный. В селах и в городах, где бы он не был, там все уже людям страх появлялся из-за него. Если слышит, он где-то переселился, уже все даже от него боялись. Простые люди, женщины, дети и даже правители боялись, говорит. Настолько такой опасный человек был. Даже детей пугали, говорит. Вот сейчас Фудайль перейдет, дети даже боялись. Говорит. Настолько его имя было распространено среди всех, что он такой опасный человек. Но что превращается человек, когда Аллах его выбирает? Пророк, алейхиссалату вассалам, очень часто делал дуа: Аллахумма я мукаллибаль хулуб, саббит кальби аля дини. О Аллах, который сердца превращает и утверди мой иман в твоем пути, говорит. Даже пророк, алейхиссалам, просил, говорит, чтобы он остался всегда хорошим. Нет гарантии никому, что он всегда останется хорошим. И нет гарантии никому, что он всегда останется плохим. Поэтому большие имамы, которые познали Аллаха, они говорили, говорит, «Лау сахирту мин кальбин, ла хашиту ан ухауаля кальбан». Если я буду издеваться над собакой, я боюсь, говорит, что Аллах меня превратит в собаку. Настолько в исламе издевательство человека не посчитает, не оценит, вот это нельзя. Как бы он ни грешил, надо ненавидеть грех, а не того человека, который он совершает грех. Его надо жалеть, этого человека, он больной человек. Поэтому однажды, когда привели пьяного человека для наказания, некоторые сподвижники начали, говорит, проклинать этого человека. Говорит. Ну, столько можно тебе вот каждый раз наказывать, а ты опять пьешь. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: не проклинайте его, говорит, запретил проклинать. И сказал, сам посланник Аллаха свидетельствовал, что этот человек иннаху юхиббуллаха ва расуляху. Он любит Аллаха и посланника, говорит. А то, что грешит человек, это не значит, он не любит Аллаха. Грешит, там шайдан не оставляет, нафс не оставляет, тренировка над собой слабый. Но человек в сердце, когда есть чуть-чуть иман, это может другим пророк, алейхиссалам, даже не свидетельствовал. Когда пророк свидетельствует, это уже большой грамота для него, что он любит Аллаха и посланника. Аллах своих рабов любит, да, не спорим, всех Аллах любит. Если не любил бы, не кормил бы, не давал бы воду, не дал бы здоровье. Ну, а мы любим Аллаха, это большой вопрос. Мы не знаем, думаем, мы любим или не любим. Думаем, мы любим. Вот этот Фудайль, он был такой бандит, молодой. Чем он занимался? Он нападал на караваны. И правительство объявило, говорит, это временно Аббасият был, розыск про него. И большая награда, кто придет с его головой, живой или мертвый. Вот имам Газали, рахимахуллах, про этого человека говорит, он был, говорит, в свое время самый лучший, говорит, не было, говорит, на него богобоязности. Вот его, какой он стал крепким иманом, от зухта, от дунья, вот отошел, говорит. Настолько он показал, говорит, свою искреннюю таубу. А мы в прошлый джума говорили, для искренней тауба нужно, как вот условия посчитали. Вот это нам живой образец, пример, как бывает искренний кающий человек. Что у него меняется. И этот человек однажды услышал, кто-то читает один аят. Мы всегда говорим, чтобы у человека иман, чтобы было, не обязательно ему сотни хадисы читать, сотни лекций слушать. Аллах, у кого иман есть, он один аят хватает иногда. Если Аллах хочет настаивать через это. Он услышал вот этот аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алам я'ни лилладзина аману ан тахша'a кулубухум ли зикриллах ва ма назала минал хак. Разве не настало время тем людям, которые говорят, мы верим в Аллаха, разве не настало очнуться и побояться Аллаха, и не быть похожим тем людям, которые евреям, христианам, которые они отошли от религии на далекие расстояния, и у них их сердца
стали твердыми, говорит. Когда мы отходим, отдаляемся от мечети, от хороших людей, наши сердца становятся как твердыми, как земля, когда от дождя долгое время не бывает, таким становятся наши сердца. И Аллаху Та'ала говорит, разве не настало им, говорит. «Вакасиру минхум фасикун», и большинство из них фасики, говорит. Много людей, которые говорят, верим в Аллаха, но они лицемерие, говорит. Когда вот этот аят он услышал, этот аят ему проникла в сердце прямо, как молния. И он сказал, говорит, «Я Раб». И сразу он заплакал, и сердце начало дрожать у него, тело весь начало, говорит, дрожать. И сказал, говорит, «Я Аллах, действительно настало мне время очнуться». Один аят. Мы, может, все читаем этот аят, кому-то не влияет. Вот ему, он всю жизнь бандитом жил, но повлияло. Это от Аллаха, и это идет от Аллаха. Сейчас сказать, вот этот аят на меня повлияет. Нет, это надо просить Аллаха, чтобы этот аят на тебя повлияли. Если не влияет, надо плакать. Потому что Аллах говорит в Коране это, «Иннамаль му'минун алладина иза дукир Аллах», поистине верующие люди истинные, когда напоминают Аллаха, перед ними, говорит, вспоминает Аллаха, их сердца, говорит, боятся Аллаха, говорит. Изменения в сердце бывают, говорит. Их вот с глаз начинает слезы течь. И он зашел, вышел, когда это аят слушал, и в темноте, куда глаза смотрят, он вышел. И зашел, где дом, старый дом был. И там смотрит, какие-то группы людей сидят, и они между собой говорят. Некоторые говорят, давай пойдем до города, говорят. Другие говорят, нет, не пойдем, говорят. А то здесь есть человек, который его зовут Фудайль. Он очень опасный, говорит. Лучше утром поедем, говорит. Он такой человек, говорит, он не помилует никого, говорит. У него сердце не знает, говорит, чувства милости. Он не боится Аллаха, говорит. Он может, дети, женщины не смотрят, говорит, ни на что. Даже правительство объявил розыск про него, чтобы были опасались от него. Вдруг он увидит, нас все, он от нас заберет и нас убьет, говорит, не пожалеет, говорит, не то, что заберет, даже нас убьет, говорит. И он эти слова он услышал от них. Когда эти слова он слышал, там же заплакал, говорит, и как ребенок начал, говорит, плакать. И сказал, говорит, «Алихазаль хад балагатуян». Неужели до такой уровня дошел ты, Фудай? Настолько испортился. И он потом себя показал им, сказал, «Я Фудайль, я сам Фудайль, который вы боитесь, будьте спокойны». И их взял с собой и довел до куда им надо, до города. И у них попросил, говорит, что они делали ему дуа. Вот человек покаялся. Вот это первый момент слезы. Сердце печалится действительно. И тело начинает мурашки. После этого что он делал? Хочет поехать в Каабу, совершать хадж. И весь путь тоже плачет, просит Аллаха прощения. Но в пути у него такое ощущение, что Аллах его не простит. Только у него вот это, все равно он просит Аллаха за свои уши, черные дни, настолько все грехи он совершил. У кого он хак забрал, говорит, и все свидетели этому. И так он дошел до Мекки. Когда в Мекку зашел он, там услышал уже другой аят. «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Куль я ибадия аллазина асрафу аля анфусихим. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم». О мои рабы, которые совершили чрезмерно грехи. Это аят от Аллаха, обращение. «Ла тaqnatu», вы не отчаивайтесь от милости Аллаха. «Инна Аллаха», Всевышний Аллах, «Ягфиру дзунуба», прощает грехи, не просто грехи, джамиан, все грехи прощает. Аллах подтверждает, что все грехи прощает. «Иннаху поистине хуа», Всевышний Аллах, «Аль-Гафуру», прощающий, «Ар-Рахиму», милосердный Аллах. Когда этот аят он услышал, у него появилась надежда, что Аллах его тауба принял. Не случайное совпадение, вот он пошел, и это слышит аят. И у него в сердце, как будто холодную воду, когда пьет человек, такой у него, он обрадовался, и ему так легко стало. И он понял, говорит, что Аллах его принял. И совершал он хадж, и вернулся домой. И когда вернулся домой, вот не как некоторые паломники, совершает хадж, опять, когда возвращается, то же самое продолжает. А он что делает? Искренне
кто покающий человек. Где бы он не совершил грех, в какой земле, там в пустынях, где он вспоминал и ходил туда, там сидел, именно там сужда делал и просил Аллаха прощения. Кого он притеснял, ходил к ним домой, у них просил прощения. Если мог возвращать имуществом, то возвращал или довольство брал у них. Вот так человек ночами не спал, говорит, до утра тоже молился. Говорит. К чему это вот? Все, мы видим все в руках Аллаха. Аллах может один день тебя наставить на правильный путь. Вот сегодня молимся, не дай Аллах, завтра что станет, никто не знает. Поэтому, чтобы человек, конец у него был иманом, чтобы покидать этот дунья, надо постоянно просить Аллаха. Аллах, хуснул хатима, конец Аллах дай, чтобы хорошим был. И к чему это я говорю? Есть у него много мудрых слов, которые от него дошло, что мы знаем, что портит мотор машины, да? Если воду наливать вместо там масла или же там фильтр не будет работать, машина ломается. А что ломает наши сердца? Что сделать твердым его от имана? Это он посчитал 3 вещи. Касратуль акли, говорит, когда много кушаешь, говорит. Вакасратуль науми, когда много спишь. Вакасратуль калями, когда много разговариваешь. Вот это 3 вещи. В наше время беда, особенно много еда и много сон, работы мало. И разговор много, действительно, в наше время. И шансов много разговаривать. Пацан дома сидишь, раньше дома один сидел, а сейчас дома сидишь, люди не оставляют, хоть ты оставляешь. То пишет, то звонит, что не поднимаешь. И начинает разговор лишний много. Дома сидишь, телевизор смотришь. Это тоже лишний калам. Это не добавка лишний калам, у нас стало лишние взгляды. Лишние взгляды харам перед нами, постоянно дома. Самая вредная вещь для сердца — видеть плохих людей. И когда с ними ты сам тоже бываешь, это еще хуже. Даже видеть от них такой вред. Поэтому, к чему я это говорю, все. У нас настало последние 10 дней месяц Рамадан. 10 дней, когда один ночь в нем есть Лайлатуль Кадр, она лучше, чем 1000 месяцев. 1000 месяцев, это если мы посчитаем, 83 года, еще 3-4 месяца. Вот последние 10 дней, ночь тоже очень короткий, чем просто спать или телевизор смотреть. Аллахи, очень пожалеем перед Аллахом, когда увидим это время, мы просто пропустили телевизор, смотря телевизор или просто общаясь с кем-то. Вот 3-4 часа, кто будешь молиться, вот считай, Аллах тебе 83 года, как будто ты читал Коран или читал салават. А если это время ты смотрел фильм, посчитай, в судный день ты увидишь 83 года Ахмад посмотрел телевизор. Или же он грешил, не дай Аллах. Вот эти ночи, если не можете ибадат совершать, лучше после ночного намаза читал салават чуть-чуть и лучше спи до утреннего намаза. А если ты боишься утренний намаз пропустишь, лучше не спи ночью. Ночной намаз и утренний намаз. Кто будет совершать? Джамааты, в мечети. Он как будто весь ночь оживлял. Пророк, алейхиссалату вассалам, он пророк, и то он не говорил, у меня много хороших деяний, я буду спать. Он сам вставал, жену, семью, всех заставлял вставать эти ночи. И говорил, кто будет оживлять Лайлатуль Кадр, ночь Лайлатуль Кадр иманом, надеясь прощать прощение Аллаха, он будет говорить, как будто новорожденный. Настолько прощение Аллаха в эту ночь. Даже ангелы на небесах, настолько все будут на земле окружать, где хорошие люди, маджлисы, зикр. Поэтому дай Аллах нам всем быть вместе. Когда ты просишь дуа за своего брата, ты знай, это время ангелы просят прощения за тебя. Не забывайте просить прощения за своих грешных рабов, братьев, сестер, которые не поняли ислам. Просите их наставления на правильный путь их, и Аллах же наставит вас. Потому что ангел, когда просит, Аллах их дуа отвечает. Аминь, я Аллах. Дай Аллах нам провести этот месяц Рамазан иманом и прощением Аллаха. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.